Итак, мы продолжаем наше занятие по хакасскому языку. Я сейчас предложу следующую порцию аффиксов. Сейчас включу экран. Так, если вы меня слышите, отпишитесь, пожалуйста, что вы меня слышите. Пятерку поставьте. Пистурхспирингер кем мина шахсы исще. Пистурхспирингер кем шахсы исще. И пазе кюршезербе документы. Кюршезербе, видите ли, документ. Так, мы продолжаем. Ну, в общем, у нас следующие аффиксы. Это аффикс отрицательного аспекта будущего времени. Ар, ер, ир. Если вы помните, будущее время ар, ер присоединяется на согласные основы, ир на гласную. И вот от аффикса отрицательного аспекта бас, без, пас, пес, мас, мес. Но вы помните правило, к глухому примыкает глухой, к звонкому звонкое. И к сонорным примыкает вот мас, мес, да. Своя группа аффиксов. Иногда есть они, иногда их нет. Я имею в виду по группе сонорных. И давайте я сейчас предложу группу глаголов, пока глаголы, и потом мы разберем еще во втором блоке песню, хакасскую песню «Арлы галджиларом», и там вот эти глаголы, ну, в общем, это действие на видео. Вы потом посмотрите, что эти глаголы, они вам потом пригодятся при составлении фраз. А домашнее задание будет составление фраз по, ну, допустим, там по видео будет, да. Ну, давайте, поехали. Кулетир. Кулетир. Кулете. Корень слова. Празднуй. Кулетир заканчивается на е, на гласную, да, значит примыкает ир. Кулетир. Это будущее время. И вот будет праздновать отрицательный аспект на гласную кулете, значит примыкает одно из них на б, да. Кулете без. Потому что это звонкая гласная, да. Кулете без. Не будет праздновать. Кулетир, кулете без. Дальше. Шилар будет собираться. Шил, собирайся. Шилар будет собираться. Шилбас не будет собираться. Ну, также понятно, что л это звонко согласная, значит примыкает б, да, на бас. Шилбас. Щохтудар. Щохтут. Сложный глагол. Щохтут. Щохтудар. Щохтут буквально держи слово или говори на аудиторию, да, или вообще просто говори. Щохтудар. Щохтутпас. Не будет говорить, не будет держать слово, не будет выступать. Щохтанар. Щохтан основа. Щохтанар будет говорить. Щохтанмас не будет говорить. Хайнадар. Основа хайнат. Вари. Да, кипяти, точнее говоря. Ну вот, хайнадар. Допустим, угре хайнадар. Угре суп. Угре хайнадар будет варить суп. Хайнатпас. Угре хайнатпас. Суп не будет варить. Кёглезер. Кёглес. Основа на глухое согласное. Кёглес. Кёглезер. Ну, когда глухое согласное попадает между двумя гласными, оно озвончается. Вот это правило тоже помните. Это фундаментальное правило. Кёглезер будет петь с кем-то вместе. Кёглезер. Кёглеспес не будет с кем-то петь. Вместе петь. Истер. Ис. Этот глагол вы должны знать. Истер будет слушать. Испес не будет слушать. Испес. Тизектенер. Тизектен буквально присесть на колено. Присядет на колено. Тизектенер присядет на колено. Тизектенмес не присядет на колено. Полызар. Полыз также заканчивается на глухое согласное и примыкает ар, да. С попадает между двумя гласными. Получается полызар. Полыспас. Не поможет. Полызар поможет. Так, полыспас не поможет. Тут пирар. Тут пир. Тоже сложный глагол. Поддержи. Ну, если, допустим, что-нибудь
в руках надо подержать. Тут пирер подержит в руках что-нибудь, да. Тут пирбес, он не поможет, не подержит. Харахсын. Харахсын, оглядывайся. Харахсыныр будет оглядываться. Харахсынмас не будет оглядываться. И вот тут как раз пример на мас, когда вот харахсын, основа заканчивается на сонорная, да. Поэтому примыкает аффикс ам на мас. Харахсынмас не будет оглядываться. Ну вот этот вот класс глаголов с отрицательным аспектом будущего времени. Ну и давайте мы сейчас разберем следующую песню. Это тоже популярная песня. Арлыг алжыларым. Арлыг — это дорогой. Алжы — гость. Алжылар — гости. Алжыларым — мои гости. И получается дословный перевод арлыг алжыларым — дорогие мои гости. И вот смотрите, сюстеры, сюстер буквально слова, сюс слово, сюстер слова, сюстеры кому-то принадлежащие слова, да. Пазе и кё музыка. Вообще основа кёг. Но если кому-то принадлежит кё, чья-то музыка, да, кё. Саможиков ти. Александр Саможиков ти. То есть принадлежащие Александру Саможикову, да. Слова и музыка Александра Саможикова. Ну и вот давайте я сейчас зачитаю текст. Улуг хазанга мин хой идин хайынадып сахтып полбин турбын арлыг алжыларым. Ыр хозымы, ыр буквально мелодия, хозым дополнение. Ыр хозымы дополнение к мелодии получается, да. То есть припев. Иртынер улуг стол кистіне, арлыг алжыларым, арлыг алжыларым. Иртынер, уже, наверное, знаете, ирт – проходи, иртынер – вы проходите. Улуг – стол, улуг – большой, стол кистіне – за большой, кисты – за столом, да. Улуг – стол кистіне – за большой стол. Проходите, проходите за большой стол. Арлыг алжыларым, дорогие мои гости, арлыг алжыларым, дорогие мои гости. И дальше фраза повторяется. Иртынер, иртынер. Теперь уже алтын стол кистіне. Алтын – это золото, золотой стол. Проходите за золотой стол. Дорогие мои гости, арлыг алжыларым, дорогие мои гости. И теперь идет вторая строка, ну, второй столбик, да. Улуг хазынга, то же самое повторяется. Улуг хазынга, как было в первый раз. Улуг хазынга, да. Тут я вам так не перевел. Ну, давайте. Улуг хазан. Хазан – казан. Улуг – большой. Давайте я первый столбик я пропустил, извиняюсь. Улуг хазан. Улуг хазанга. В большой казан. Мин – я. Хой ид. Хой буквально баран. Ид – мясо. Хой ид – баранина. Хой идн – хайныдып. Хайныдырга, вы знаете, кипятить. Хой идн хайныдып. То есть кипяча. Ну, в буквальном смысле там на самом деле речь идет о казане. И предполагается вот хазынга, да, вот в казане кипячу баранину буквально. Ну вот это, конечно, с точки зрения русского языка звучит несколько так странно, но в хакасском языке это нормально. Улуг хазынга мин хой идн хайныдып. В большом казане я баранину варю, да. Сахтып полбин турбын. Сахтып ожидая, сахтирга ждать. Полбин турбын. Полбин не могу. Турбын это модификатор. Не могу дождаться. Не могу дождаться. Арлыг алжыларым, дорогие мои гости. В общем, в большом казане баранину готовя, варя, да, не могу дождаться, дорогие мои гости. Обращение к дорогим гостям. И вот идет припев.
И дальше то же самое. Улуг хазанга в большом казане, в большой казан мин уже потхы нахайнадып. Теперь уже вместо баранины потхы, это хакасское блюдо из сметаны приготавливается. Потхы нахайнадып, готовя потхы. Опять сахты пулбин турбан, не могу дождаться, сахты пулбин турбан. Арлых алджеларм, опять обращение, дорогие мои гости. И следующий припев, он повторяется. То же самое, как ирхозана здесь, да, в первом случае тоже то же самое. И теперь идет третья строфа. Улуг хазанга, то же самое в большом казане. Айран асты тургызып. Теперь тургызып, буквально ставя. Айран, айран, ас продукт. То есть в большом казане большой айран продукт, поставив в большой казан, айран продукт поставив, я буквально перевожу. Жду не дождусь, сахто пулбин турбан, арлых алджеларм, дорогие мои гости. И вот тут опять припев повторяется. Ну, по идее, здесь все повторяется, кроме улуг хазанга в первом случае хой идн хайнадым, хой иды баранин, да, хайнадым. Во втором случае улуг хазанга потхыны хайнадып, это потхы, да, сметана от сметаны, продукт от сметанного, в общем, от сметаны готовится. И в третьем случае айран, ас, и все. То есть как бы меняются продукты, а хазан остается, и ситуация, что жду не дождусь, дорогие мои гости, остается. Этот вариант текста, он не совсем точный, как у Александра Саможикова, просто я по молодости почему-то в таком варианте заучил, мне кто-то дал его, и я вот больше как бы по-другому и не пою. Ну, в общем, для гостей у меня такая ситуация. В общем, эта песня, она поется. Ну и давайте я сейчас включу саму мелодию, вы послушаете, а потом уже тут недолго. Потом дальше посмотрим. Сейчас. Сергей Майнагашев, Алайсик Дейтон. Что самого литературная қызығы келсе, сарнар бреде, сарнега келсе, но музыкант шлеменіне төнші жемше, тусалын же, акстарыма, шаған туғынарыма, мені ташқан қызлар гемен сарнар бершем, анарта сарнар көпнемес, шеменің көзінің сарнар. Но предыменно қышқын сарнар бару, хам тұрандық сарнменің нема. Шончил, шонға келістірмен сақшын туғырты болар. Алжыларым адачы, Александр алжыларым.
Сергей. Так, меня слышно? Нет, исчезер, бе. Истлчеба щохпа. Истлчеба щохпа. Так. Ну, в общем, это была та песня, которую я сейчас дал, текст. И давайте теперь домашнее задание. Домашнее задание будет такое. Надо будет составить по этим глаголам, которые мы сейчас прошли вот, по отрицательным аспектам будущего времени, вот к этой картинке, которую вы сейчас так видели. Да, сейчас ссылку я дам, сейчас подождите. Ссылку сейчас, подождите, дам. И по этой картинке можно будет, ну, нужно будет составить фразы. Так, ссылку. Так, ссылка. Так, и, ну, в общем, в домашнем задании надо будет употребить глаголы, которые тут есть. Кулетер. Это вообще была встреча на роде Тюкпековых была отснята, и там, ну, чуть-чуть уже к концу, наверное, вы там видели, там народ стоит, как бы, да, и они слушали. И в общем, составите фразы кулетер, допустим, шилер будет собираться, щохтудер будет говорить, щохтанер, хайнедер будет варить, да, кюглезер, хайнедпес. В общем, с этими фразами, они ближе именно к этой картинке, и надо будет там пару слов что-нибудь прописать. Ну вот на сегодня пока все. Сурулар парба. Вопросы есть? Сурглар парба. Вопросы есть? Если вопросов нет, спасибо, что пришли. Так, и следующее занятие у нас будет в понедельник. Завтра в пятницу не будет, я просто буду на выезде, и завтра вечером спектакль в Читагене. Ладно, спасибо за внимание, что пришли. Паза тугасханджа, до следующей встречи. Че анам жохтар.